Здравствуйте, уважаемые друзья, подписчики канала Республика, всем добрым, думающим и грамотным людям большой привет от Народного штаба КПРФ. Представляю вам сегодня нашего гостя, общественного деятеля Евгению Бочарову. Женя, привет. Здравствуйте. Значит, смотри, к нам в Народный штаб приходят люди и задают очень много интересных вопросов, которые касаются выборной кампании, работы с людьми непосредственно на улице. И они достаточно хорошо восприняли нашу инициативу по сбору подписей по ряду очень интересных социальных вопросов. Расскажи, пожалуйста, как обстоят с этим дела, как идет общение с людьми и что мы, в принципе, предлагаем. Здравствуйте, уважаемые зрители. Да, у нас, получается, было подготовлено письмо обращения по поводу поддержки пассажироперевозок, улучшения транспортной инфраструктуры в плане автобусов, чтобы у нас они с вами появились, чтобы у нас с вами была единая диспетчерская служба и чтобы время было четко отведено. Оно чтобы соблюдалось, чтобы выезд, соответственно, на маршрут и съезд. И также, чтобы было приложение, оно есть. В нашей республике умный город, но, к сожалению, не все автобусы имеют ГЛОНАСС, чтобы их можно было отследить. Чтобы были большие автобусы, люди, чтобы, как мы в одном из видео говорили, не ездили как шпроты в банке, чтобы пассажироперевозки стали удобными и комфортными. Мы собираем подписи именно в пользу этого, чтобы нас услышали. Мы написали обращение на имя министра транспорта Республики Тыва и в мэрию города Кызыла. Чем больше подписей, тем лучше. На сегодняшний день, я вам покажу, мы собрали подписи граждан. И это только начало, их больше 200. Чтобы мы заявили громко об этом, чтобы нас услышали, потому что официальных обращений не было, а мы поставим обязательно входящие, чтобы нас услышали и это письмо ушло дальше, чтобы заметили, что такая проблема есть в республике, что многие жители города недовольны данной ситуацией. А дальше это куда? Мы хотим передать эти документы в Госдуму Российской Федерации, фракции КПРФ, чтобы это было оглашено публично. Отлично, отлично. Это очень хорошая инициатива. Мы видим, какая поддержка идет. Это очень радует, что много сознательных людей. Скажи, пожалуйста, когда вы общаетесь с людьми и просите, допустим, поддержать вот эту инициативу, как реагируют на это люди? Что они говорят? Люди отвечают, что вы молодцы, спасибо вам, что хоть кто-то за это взялся, потому что, говорит, мы устали писать в соцсетях. Я говорю, но соцсети это не документ, что это как бы видят, но на это не реагируют. И поэтому говорят, вы молодцы, мы вас поддерживаем. И очень много доброжелательных людей желают нам удачи в решении данного вопроса. Хорошо. Скажи, пожалуйста, Евгения, а какие еще инициативы социальные предлагаем людям? Мы предлагаем социальные инициативы, такие как тавтология сейчас будет звучать, социальное жилье для людей. Для молодых семей, для малоимущих, кто не может себе позволить купить жилье, даже в ипотеку, чтобы строительство новых домов подразумевалось как 50 на 50, как коммерческое жилье и предоставление соцнайма, чтобы государство давало жителям в соцнайм, чтобы люди могли получить эту квартиру, соответственно, и жить в ней, тем самым качество жизни этого человека, этой семьи, оно улучшится. Человек уже не будет тратить бешеные суммы, а по-другому это не скажешь, по аренде жилья в нашем регионе. Абсолютно верно, да. И у них уже уйдет, соответственно, на другие их нужды семьи. И уровень жизни у нас гораздо станет лучше. И это прям это очень нужно. Это очень радует, поскольку в этих мероприятиях принимает большое количество по опросникам и так далее молодежи. Это очень здорово. Какое внимание в этих социальных вопросах мы уделяем старшему поколению, нашим пенсионерам? Старшему поколению это вообще такие незащищенные слои населения, потому что если посмотреть размер пенсии у людей на сегодняшний день, он очень минималистичный.
И если рассчитывать, живет пенсионер и тратит из этой суммы полученной пенсии на коммунальные услуги, а ему еще нужно покушать, купить что-то, и очень много пенсионеров тратят на лекарства. Детям своим помогают. Детям, конечно. Средняя пенсия по Туве 14 тысяч рублей. 14 тысяч, из них, если взять 5 тысяч на коммунальные услуги, это минимум. Абсолютно верно. И из оставшихся человеку нужно покушать. А как показала продовольственная корзина, на минимальную сумму человек просто истощается. Что же в этом вопросе мы предлагаем? Предлагаем решить данный вопрос, чтобы приравнять пенсии пенсионеров к северному коэффициенту, да, чтобы они увеличились на 1,9%, чтобы наконец-то люди жили достойно. Вот именно часть пенсионеров, которые очень незащищены, потому что они уже не являются трудоспособным населением, которым, я понимаю, что могут помогать дети и внуки, но сейчас наоборот все равно получается, что старшее поколение помогает, потому что молодым, как уже мы сказали ранее, тоже очень жить сложно. Жень, переходим к завершающему вопросу. Ты видела, наверное, в социальных сетях, мы недавно делали опросы по поводу прямых выборов мэра, и действительно голосование в социальных сетях показывает, что люди на улице и люди в соцсетях, в принципе, одинаковые проценты, практически под 90% высказываются, там тысячи людей проголосовало, около 10-12 тысяч, они выступают за то, чтобы выборы мэра были прямыми. Скажи, пожалуйста, прямые выборы мэра, что дают нам всем? Прямые выборы мэра дают, во-первых, это то, что будет показано, какому человеку народ доверяет, кого он выбрал, и уже не будет говорить и жаловаться, что невыполнение каких-то обещаний или еще каких-либо пожеланий людей, что они остались без ответа и не решены на сегодняшний день. И это действительно будет показано, какому из достойных людей наше население доверяет, и это будет правильно. Да, и самое главное, здесь надо понимать, что мэр будет отчитываться перед людьми, а не перед депутатами, которые его избирают. Здесь как бы тоже вопрос об ответственности, вопрос о как бы таких очень важных делах. Это будет замечательно, когда мэр будет отчитываться перед людьми. Не зря же называют слуги народа. Абсолютно верно. Жень, и в завершении, куда вы сейчас собрались с ребятами? Я смотрю, там человек 15 уже что-то тусуется, что-то там, не знаю, куда собрались? Мы собираемся идти на агитацию за партию, за КПРФ. И будем ходить по квартирам, раздавать свои агитационные материалы. В избирательном списке мы номер 5, поэтому голосуйте за нас. Уважаемые друзья, всем хотим пожелать здоровья, бодрости духа, разума прежде всего, чтобы вы верили в то, что в этой жизни реально можно нашей активностью совместно что-то изменить. С вами сегодня были в эфире «За кадром» Роман Томоев и Евгения Бочарова. Спасибо, что были с нами. Всего доброго, до свидания.